Всемирно известная татарская столица Казань принимает муфтиев, имамов, мухтасибов, богословов, принадлежащих татарскому народу. Традиционно собирается духовенство со всех концов России. В этом году тысячелетняя Казань встречает более 1200 религиозных деятелей. Обсуждение строится вокруг того, как сохранить и развивать татарскую нацию в лоне ислама, сохранять родной язык, развивать культуру. Девизом форума, организованного Всемирным конгрессом татар, стали строки из стихотворения Габдоллы Тукая «Родной язык». «Родной язык, с тобой вдвоем я в первый раз молил Творца». В благословенный пятничный день, 4 июня, прошло большое пленарное заседание, участники которого говорили о единстве веры и национального самосознания в жизни народа. Тилиңе, динеңе югалсаң, бу милләтнең киләчәге юк. Бу эштә шундый үзегезнең милләтчән булганыгыз өчен мин рәхмәтемне әйтәсем килә һәм киләчәктә дә без бергәләп үзебезнең милләтебез, үзебезнең динебез турында борчылып булган bizning tarixni kelajak буынга яшьләргә тапшырабыз дип уйлыйм. Одной из самых многочисленных на форуме стала делегация Духовного управления мусульман Российской Федерации. От лица лидера российских мусульман, муфтия шейха Равиля Гайнуддина, собравшийся поприветствовал его первый заместитель Дамир Мухиддинов. Илебездә төрле шартларда яшәүче берничә мең татар дин әһелләрен нәрсә берләштерә? Birinci çiratda biz akidede, şeriatta, örf, adette bir karışta turabız. Namazlarımızdan sonra bir öksüzler bilen dualar kılabız. Hem niyetimiz bir, dinimiz bilen birge milletimizni de saklav, ürçütü, fikri yaptan üstürü, yaşlarga dürüst terbiye hem yöneliş biriyor. Пятничную молитву часть делегации совершила в соборной мечети Марджани. Это историческое место связано с комплементарной политикой российского государства в отношении мусульманского населения и с жизнью и творчеством великого теолога и историка Шагабуддина Марджани. Одна из немногих мечетей России, которая, как и Московская соборная мечеть, не закрывалась в советский период. İndi Şəymiyev'nin bu aytgan sözləri mənə bik oşadı. Bizdən xalqımız oyana başladı. Biz xalqda ruh bularga deyişək. Hər xalqda kişidə ruh bulmasa ol bitə degan söz. Ol bitə, vaqt gəlgəç bitə. Şuna görə xalq oyana başladı. Əlbəttə biz özümüzün tatar deyib sizə başladıq. Ol bik zor iş. Əlbəttə bu bir günlük iş deyil. Ümid var. Ümid var, Allah'a şükür, ümitlənəbiz. Yaşlardan da şula gelip arada andı alıp barışlar köp bola almıyor, lakin arada var yaşlar, hazretler arasında var, dinini saklavuşlar, dilini saklavuşlar. Ümit, biz uyanabız, Allah'a şükür, şol beni şartlandırdı. В субботний день, 5 июня, делегация приняла участие в религиозном собрании ЭЗГ Болгар ЖН в Болгаре. Мероприятие проводится ежегодно с 1989 года, а в последние годы земля Болгара переживает небывалое возрождение. Приехали на этот форум мы с самым позитивным настроем всей делегации Свердловской области, потому что через общение, через диалог все приходит, и в том числе и сохранение наших традиций. Средневековое городище признано объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь была построена великолепная белая мечеть, и под эгидой президента России Владимира Путина начала работу Болгарская исламская академия. Масштабные преобразования стали возможны благодаря первому президенту Татарстана, а ныне государственному советнику Минтимиру Шаймиеву. Форум татарских религиозных деятелей и ИЗГ Болгар ЖН 2021 года уже назвали генеральной репетицией торжествам будущего года, когда вся Россия будет праздновать тысячелетие принятия ислама народами Волжской Булгарии. Ариф Тухаев, Медина ТВ.